Наш эфир продолжит выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко и коротко о главном к этому часу. Глава Якутии провел суженное заседание оперативного штаба республики по недопущению распространения COVID-19. Продолжается работа по национальному проекту «Демография». Так в Алекминске появился новый детский сад. Соревнования по гиревому спорту прошли в Верхневилюйске. Школьники Якутска уходят на дистанционный формат обучения. Глава Якутии провел суженное заседание оперативного штаба республики по недопущению распространения COVID-19. По итогам совещания глава республики поручил обеспечить быстрые сроки тестирования на COVID-19, в том числе экспресс-тестами, вести постоянную работу с населением о необходимости своевременного обращения за помощью при появлении симптомов заболевания, держать заболеваемость среди детей на особом контроле, ускорить темпы вакцинации, увеличить численность бригад и транспорта скорой помощи. Учащиеся школ столицы республики, кроме 9 и 11 классов, переходят на дистанционный формат обучения с 18 по 23 января включительно. Об этом сообщили в управлении образования города. Отметим, на Якутск сегодня приходится 75% от всех случаев заражения коронавирусом в Якутии. За последние сутки 27% из всех новых выявленных заразившихся составляют дети. В Хангаласском Улусе вернули QR-коды. С сегодняшнего дня вход в торговые центры осуществляется при предъявлении QR-кода вакцинированного или переболевшего, а также отрицательного ПЦР-теста. Какие еще ограничения действуют на территории района, расскажет Виолетта Засимова. Еще на прошлой неделе в Хангаласском Улусе в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации начали закрываться культурные и спортивные учреждения и бани. Отменили ряд мероприятий, например, чествование лучших добровольцев района, принимавших участие в тушении лесных пожаров прошлым летом. Также запретили проведение рождественской купели. Ежегодный отчет главы района, который нынче должен был пройти в очном формате, решили провести дистанционно. Теперь, чтобы пройти в торговые центры, вновь нужно показывать при входе QR-коды. Несовершеннолетним вход разрешен только при сопровождении взрослого с QR-кодом. Данные требования предварительно у нас будут действовать, пока действует у нас повышенная готовность до 1 марта 2022 года. Возобновляется акция взаимопомощи «Мы вместе». Напомним, жители, находящиеся на самоизоляции, пожилые и маломобильные граждане могут позвонить в диспетчерскую ИДДС и вызвать на дом волонтера, который привезет по списку продукты или медикаменты. По информации районного отдела по молодежной политике, сейчас в каждом населенном пункте есть как минимум по 5 волонтеров, которые оказывают помощь в рамках акции. Сегодня на заседании оперативного штаба района говорили о том, что необходимо оказывать помощь волонтерам в предоставлении транспорта. Будет выделять именно администрация Хангаласского района и также и администрации поселений. Что касается сферы образования, то в Улусе продолжается очное обучение школьников. Дистанционно проводятся занятия по программам дополнительного образования. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Проект постановления федерального документа об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти обсудили в Госсобрании Илтумен. Одно из главных новшеств закона – переход к одноуровневой системе местного самоуправления. Это позволит создать новую, более эффективную систему организации власти на местах для решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Структура органов местного самоуправления и их разделение на городские и муниципальные округа остается неизменной. 14 января Комитетом по госстроительству Илтумена рассмотрели проект постановления. По итогам принято положительное заключение. Сегодня на пленарном заседании депутаты проголосовали за его принятие. Определяется несколько моментов. Первое – это одноуровневая система местного самоуправления. Во-вторых, конкретные четкие сроки переходного периода. В-третьих, конкретизация и уточнение собственных полномочий муниципальных образований. Перечень полномочий, который может быть передано с государственного уровня. Если в первом случае это было обозначено порядка 26 полномочий, то во втором случае это 28 полномочий.
И к другим темам. Основным видом деятельности ГУП ЖКХ Республики является поставка тепловой энергии, услуг по водоснабжению и водоотведению объектам жилищного фонда, объектам социальной сферы и прочим потребителям. В период навигации 2021 года все запланированные объемы топливных ресурсов в количестве 441 тысячи тонн доставлены до места назначения. Ну а что касается этого года, то в зимний период запланировано перевести более 618 тысяч тонн. Пока особых критических моментов у нас нету. Все котельные у нас снабжены топливом и ожидают уже открытия автозимников с соответствующим тоннажом. Ну, наверное, как вы знаете, на днях было повышение цен по дизтопливу. Это уже начинает тоже сказываться по ценам нашим корректировкам по перевозкам. В 2021 году в Горном Улусе в рамках программы обеспечения жильем молодых семей освоено более 6,5 миллионов рублей. 9 семей до 35 лет получили в зависимости от количества членов семьи по 600-800 тысяч рублей субсидий. Значимым условием получения социальной поддержки в виде субсидий на покупку жилья является уровень доходов молодой семьи и возможность привлечения собственных или заемных средств. Отметим, что в данной программе преимущество имеют многодетные семьи. Таким образом, из получивших помощь семей 6 имеют статус многодетных. На данный момент еще 52 семьи, 12 из них многодетные, ожидают своей очереди. Ежегодно с января по февраль отделом социальной политики администрации Горного Улуса мы собираем документы для вступления в данную программу. И нужно отметить, что программа делает приоритет многодетным семьям. Тем временем в республике продолжается работа и по национальному проекту «Демография». Так, в Алекминске появился новый детский сад, в котором скоро состоится торжественное открытие. Все подробности в сюжете наших коллег. Нравится, что тут ялка, постовно, цветной и много развивающих игрушек. Маленькая Василиса сказала все лучше любого журналиста. Действительно, пространство, оформление и наполнение нового детского садика впечатляет уже от входа. Они очень, конечно, ждали этот детский сад, но не ожидали, что вот такое наполнение будет этого нашего детского сада. Здесь все предусмотрено, начиная от детских стульчиков, посуды и ИКТ-технологии полностью, интернет. Сейчас и ребятишки, и педагоги постепенно осваивают новые владения. Что и говорить, разница ощутима. Пространство. Очень много места стало. У меня появилось очень много оборудования. Полностью оборудован современный наш детский сад. Есть шведские лестницы, стенки шведские. Имеется другое оборудование. Очень много мягких модулей. 3 этажа, функциональность полная. Здесь нет необходимости бежать с подносами еды наверх. С этим успешно справляется лифт. Вуаля, обед подан. Ну, все новое, непривычно, и постепенно привыкаем. А появилось новое оборудование? Да. Пока взрослые совещаются, ребятишки уже строят новые планы на новый детский сад, уже с бассейном. Туя. И что-то там будут другие домики. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В креативном пространстве «Точка кипения» прошла стратегическая сессия «Новое дыхание бриллиантового цирка», на которой участники предложили и обсудили новые пути развития цирка. В 2024 году бриллиантовый цирк Якутии отметит свое 30-летие. Накануне юбилея руководство решило перезагрузить якутский цирк и сделать его более интересным, доступным и современным, чтобы цирк был не просто площадкой для выступлений, но и общественным пространством, креативным и современным местом, где могли бы проводить время зрители и в отсутствии выступлений. Чтобы и молодежь, и дети, и семейные, чтобы все к нам приходили и уже современно уже как-то
все выстроить. У нас нет цели сделать какой-то новый цирк. Цирк как был, так и останется. Цирк великолепный. Я вчера был на новогоднем представлении, я видел, как радовались дети. Но дело в том, что технологии развиваются очень быстро. Информационные технологии, и не только информационные технологии. Сегодня мы будем думать над тем, каким образом мы их будем применять к тому, чтобы цирк стал более интересным. Прежде всего, более интересным для молодого поколения, которое вырастает с гаджетами и не представляет себе жизни без гаджетов, не представляет жизни без интернета. И о спорте. Соревнования по гиревому спорту прошли в Верхневилюйске. На открытый турнир приехали участники из разных городов. Все подробности в сюжете далее. В селе Верхневилюйск в спортивном комплексе «Усхагун» прошел открытый турнир по гиревому спорту. Участники приехали из Сунтарского, Нюрбинского и Вилюйского районов. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществлялось Управлением физической культуры и спорта. Соревновались девушки, юноши, женщины, мужчины и ветераны. Несколько дней только тренировалась после Нового года, поэтому было тяжело, но это можно понять. Александр Данилов – общественный тренер из села Далыр Верхневилюйского улуса. Гиревому спорту детей тренирует вот уже около 20 лет. Его подопечные становятся мастерами спорта, мастерами международного спорта, имеют высокие достижения. У меня условия где-то там, как сказать, средние. Зал не как здесь. Здесь, конечно, жаркий, у меня холодный зал. Он, если честно сказать, он разваливается. Где-то гири надо постоянно подогревать, чтобы они более-менее теплые были. Вот тогда держим гири. Первые соревнования года – это как тренировки, проверки и анализирование перед более крупными соревнованиями. Все команды готовятся к национальной спартакиаде, которая будет проводиться в Усть-Алданском районе. Будет потом Решетниково, вот турнир, и потом чемпионат республики. А у детей первенство. Вот это как бы перед первенством тоже. Решаем, как там посмотрим. Будем смотреть их плюсы-минусы, что у них недоработано, как бы. Цели и задачи открытого чемпионата – это пропаганда здорового образа жизни, пропаганда и агитация гиревого спорта и выявление юных талантов. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Верхневилюйск. В крещенские дни 40-градусные морозы сохранятся. По информации Якутского гидрометцентра, холодный воздух продолжает господствовать в ряде районов республики. С усилением сибирского антициклона в центральной части Якутии в течение недели погода будет морозной с туманами. Температура ночью минус 40-45, на северо-востоке 49-54 со знаком минус. Лишь на северо-западе республики ожидается неустойчивая погода с небольшим снегом, порывистым ветром и температурой выше нормы на 8-10 градусов. Погода будет морозной, с туманами. Ночная температура минус 40-45, на северо-востоке до минус 49-54 градусов. Лишь на северо-западе республики ожидается неустойчивая погода с небольшим снегом. В городе Якутске с 18 по 20 января погода преимущественно без осадков, ветер переменный слабый с морозными туманами. Ночная температура будет порядка минус 40-43, днем минус 37-39 градусов. К этому часу пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в следующих выпусках.